Здравствуйте, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Как обычно, мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая». Семен Тарбахов со мной. Приветствую, Семен. И к нам сегодня в гости пришел замначальника гидромедцентра нашей республики, гидролог Вячеслав Анатольевич Шихиров. Вячеслав Анатольевич, приветствую. Добрый Здравствуй. день. Да, познакомились с Семеном. Спасибо вам приятно. большое, что, несмотря на вас, наверняка даже жесткий график начальника, нашли время и пришли к нам в гости. И так как у нас все-таки кулинарный концепт, кулинарное ток-шоу мы его называем, с чем вы к нам сегодня пришли, что будете делать? Ну, мы отварим картошку, сделаем зажарку из морковки с луком, а также сделаем курицу, ну, куриную грудку в соусе терияки. Это как раз то блюдо, которое, любят мои дети, когда я вот готовлю. Но обычно они любят чисто, когда картошка просто отварная, с зажаркой из лука и морковки. Вот они прямо иногда просят добавку. Но потихонечку мы немножко меняем иногда рецепт. И вот с курицей тоже им, в принципе, тоже понравилось. Вот так, да? Судя по рассказам, получается, что вы любите готовить, и дети ваши любят то, что вы готовите? Или как? Дети любят, конечно, и то, что и мама готовит, и я готовлю, но учитывая то, что как бы работы очень много, и я прихожу домой поздно, довольно-таки поздно, готовлю я, редко, но, как скажем, метко, да. Ну вот, когда приготовлю, то дети с удовольствием... любите готовить? Да, готовить люблю, особенно в выходные еще, когда я обычно рано просыпаюсь, да, и дети, как назло, просыпаются в выходные тоже рано, вот, я успеваю сделать им хотя бы, вот мы делаем гренки, я им готовлю, им очень нравится. А сейчас у нас недавно появился тостер, теперь они любят тосты, чем-нибудь намазать. Все возможные, да. Да. Ну, здорово. Так, сколько времени потребуется и, из чего, соответственно, начнем? Ну, у нас получается, сейчас надо будет очистить картофель. Я могу этим поставить заняться. его вариться, можно... Я понял, что с намеком передо мной поставили картошку. Поставим воду. Посолим. У тебя как раз есть 5 минут. И мы поджарим овощи. Да, Просто да. обычно поджарка. Кубиком или соломкой? Соломкой, а морковку нужно натереть на терке. То есть лук я нарезаю мелко. Потому что морковку мелко. Морковку на терке. На терке. Морковка на терке, а можно... Семен работает ножом как теркой. Да, хорошо. Так, и получается чеснок у нас для курицы, да? Чтобы поджарить немножко. Да, вместе с соусом терияки. Совершенно. Хорошо. В принципе, можно приступать. Сейчас Петр у нас картофель чистит. Я потихоньку картошку... Я пока тоже подготовлю овощи. В принципе, за 40 минут мы должны управиться. Должны управиться, да. Вячеслав Анатольевич, скажите, судя по тому, как выбор профессии, был более чем осознанным, да? Стали вы гидрологом, Да, скажем так, попал я в гидромедслужбу немножко таким интересным способом. Я увидел объявление в газете, это было в 96-м году. Там было написано: требуются молодые люди, не моложе 18, с местной пропиской для выезда в командировки. И меня это как-то обрадовало, так как я до этого отработал еще 5 навигаций, отходил, отработал в Якутском районе водных путей. С 92-го года, сразу после 9 класса, как вот сдал последний экзамен, 9 июня, по-моему, и 10 июня я уже пришел на работу. И вот 2 навигации я отработал просто рабочим, потом меня взяли гидротехником, и впоследствии даже... то есть вы ходили в навигацию, то есть юнга? Можно сказать и так, да. Начинают же с юнгой все. Конечно, только тогда должность называлась рабочего. Мне было как раз 14 лет. И надо было и семье помогать тоже, чтобы деньги зарабатывать. И мне понравилось это, ходить по реке Лена, в рейсы ходить. Тем более природа наша, в республике она красивая. Да, а докуда ходили? В общей сложности я прошел 1000 километров, это от Максоголоха до Жиганска. Много. Работал в изыскательской партии, мы делали промеры глубин, для того, чтобы потом путейцы могли навигационный ход сделать судовой ход для судов. А если там не получается, то тогда ставили большой земснаряд, такой землесос, и он начинал копать землю, углублял грунт. Глубины. До глубины, да. Ясненько. А в гидромедцентр как попали? Как я сказал, в 96-м году объявляли курсы. Я попал, был одним из 10 человек, кто на них поступил.
Нас в течение полугода обучали. Вот. И меня первым приняли в технике гидрологи из нашей группы, чтобы поехать в командировку. Первая командировка была моя вот на труднодоступную станцию, которая находится у нас на реке Учур. Это в верховьях реки Учур. Эта станция называется Чульбю. Вот там я поехал, конечно, более с опытным гидрологом, который мне показывал и тоже и как бы на примере прям обучала на месте, как делать нивелировку, как измерять расходы воды. Ну, вот. И оттуда все это пошло. И начались у меня командировки, как бы одна за другой. И мне это стало нравиться, тем более я начал изучать практически всю республику, объездил, да. Я был и в нашей самой, скажем так, северной точке, это Черский, потом был самый... Нижнеколымск, да. Нижнеколымский И район. прямо по воде? Нет, ну где-то самолетами, где-то вертолетами, где-то приходилось и на буранах идти. Иногда даже вследствие был такой случай, когда я поехал на одну станцию, ну там тоже делать свою работу, а тут прошли дожди и пошли дождевые паводки. То есть размыло дороги, мосты, и мне пришлось пешим ходом с оборудованием идти, ну правда это была трасса, но идти больше 20 километров до следующего поста, которого мне нужно было проверить. Вокруг медведей. Ну, тогда я об этом не думал. Но они были наверняка. Ну, да. наверняка были, был молодой, скажем так, дурной, да. Мне главное надо было сделать работу, прийти, как это, партия дала задание, да, точку, и мне нужно было ее выполнить. Ну, а сейчас ваша непосредственно чем связана? Ну, сейчас получается, что я больше как бы, ну, отношусь к деятельности руководителя, да. Ну да, ну как замначальника. Да, вот поэтому... Еще бы, как сказать. Вот, ну, скажем, вот так как я гидролог, ну, изначально по профессии, да, то, в принципе, ну, скажем так, в моем распоряжении порядка у нас в управлении 11 гидрологических станций, которые расположены по всей республике. Ну, Да. то есть ваша компетенция именно республика? Да, Ага, конечно. да. Все территории? Да, все территории. Ну и плюс, в принципе, также и подчиняются, в принципе, и сотрудники метеостанций. Ну, мы готовим какие-то распоряжения, приказы, вводим новые РД, руководящие документы, да, когда, ну, тем более век прогресса идет, все что-то меняется, автоматизируется, да, чтобы облегчить человеческий труд. Это не обошло и нас, как бы у нас устанавливается новое оборудование на станциях вот уже на протяжении нескольких лет. Где-то оно работает исправно, где-то, конечно, наши северные условия оказались сильнее, чем техника, поэтому где-то вот лучше работает человек, чем вот автоматика. Автоматика, да? Да. Ясненько. Так, а тем временем, Да. Тем временем мы уже почти... мне кажется, по-моему, уже разогревать сковородку. Да, мы успеем, я думаю, так что... Получается, это одно из любимых блюд или повседневных? Нет, это одно из любимых блюд. А на праздники что готовишь? Ну, на празднике мне нравится вообще салат оливье, как бы с детства, да, делаем вместе с супругой, там нарезаем, как обычно, эту картошку отвариваем, там огурчики солененькие. Ну и также еще мне нравится салат с кальмарами, кальмары с яйцом. Ну и еще могу сделать крабовый салат с рисом, крабовые палочки нарезаем. Ну, а детям в основном нравится оливье. Готовишь, получается, по выходным, да? Ну, в принципе, да, совершенно верно. Семен любит... Давай Так, вопросим. ну, а вот чем ты питался, вот, когда вот был? По командировкам? Да, На полях. На полях, ну, как всегда, это бывает обычно подножный корм. Наберешь с собой каких-то там дошираков. Тушенки, сделаешь на какое-то время там первые бутерброды с собой, да, там с колбасой, с копченой, обязательно там и чай с собой возьмешь, сахар. Ну, потому что иногда это в поле приходится все, ну, здесь самому готовить. Ну вот когда мы приезжаем на посты, на станции, то у нас, в принципе, там наши же сотрудники нас и покормят, и, как говорится, и ряд где-то там уложат, и поспать уложат. А бывали моменты, вот, где ты вот буквально на неделю или вот сам находишься на природе?
Сам нет, такого у меня не бывает. Все время как бы работа, даже выбраться практически некуда. Вот только когда вот я работал в навигацию, когда ходил, по-моему, тогда вот, да, мы куда-то выезжали, ну, там, на пару-тройку дней ночевали там в палатке, было такое. А когда уже вот стал вот серьезно вот работать в гидромедслужбе, уже такого как бы и нет. Даже вот с детьми иногда некогда куда-то там на природу выйти. Ну так, сходим в парк, да, вот летом, либо вот иногда, когда потеплее, прогуляемся по городу. Ну вот я люблю ходить пешком, и поэтому их тоже приучаю к этому, ходить побольше пешком. Семен любит вопросы задавать по Идуда, а я все-таки больше проработаю. Вот, у меня какие-то вопросы подготовил. Вячеслав Анатольевич, считается, что вообще в Якутии у нас же очень много водоемов. Как-то я даже статистику читал, что на каждого жителя республики по одному озеру. Порядка Да. там 700 или 800 тысяч озер в Якутии, да. Ну, чуть ли не так, да, ну, чуть ли не миллион, говорили, да, вот есть. А вообще гидрологов вообще хватает на все эти водоемы? И вообще сколько, вот вопрос к тому, что сколько много работают штаты и вообще по республике? Ну, озер, скажем так, на всех людей, жителей хватит, а вот гидрологов, конечно, нет. Это у нас кадровый дефицит, кадровый голод, есть такое, но есть на станциях специалисты, гидрологи, которые вот работают, они некоторые пришли очень давно и работают уже вплоть, пока не уходят на пенсию. Но, в принципе, учитывая то, что заработная плата как бы, ну, оставляет желать лучшего, поэтому... Не все охотно идут. Да, не все специалисты задерживаются. Ну, я так хочу сказать, что ну, эту работу надо любить, как бы, да. Но когда любовь к работе еще подстегивается и финансово, ну, это бы вообще было бы хорошо, да, замечательно. Ну, вы же федеральная структура, да? Да, совершенно. верно. Федеральная структура, которая подчиняется непосредственно Москва, да, у нас Росгидромет наш вышестоящий орган. Росгидромедцентр. Да? Ну вот для меня как... Я умом стараюсь понять, ну, точнее даже, может быть, понимаю, да. Ну вот гидромедцентр говорят, ну прогноз, там 50 на 50. Снег пойдет 50%, снег не пойдет 50%, да. Вот. Как-то, может быть, в обществе, в целом, ну какое-то такое, если не сказать негативное, то такое, ну немножко такое настороженное отношение. Ну что там опять там наврали? Нет, ну, во-первых, наши... На чем основываются ваши все-таки? Картошку закладывают? Картошку как режешь? Поменьше сделаем? Да, поменьше, чтобы она побыстрее приготовилась. Вот так или еще меньше? Да, вот еще вот так вот пойдет. Вот так, да? Ага. Хорошо. Ну, наши специалисты-синоптики, они опираются, естественно, на синоптические карты, на процессы в атмосфере, которые происходят. У них стоит большой монитор, они пользуются несколькими, ну, картами, на которых видят, как двигается циклон. Вот сейчас, вот, да, в ближайшие дни, даже уже до завтра, на западную часть республики у нас придет циклон, принесет с собой тепло, но с этим теплом придет и снег, и придет и ветер. Вот, они, конечно, это все смотрят и отслеживают, и на основании вот этого они делают свои прогнозы. То есть, конечно, доверять стоит только официальным источникам. На территории республики это Якутское управление гидромедслужбы. Вот. Сайты, которые, да, люди пользуются, и на телефонах есть, да, там погода, зачем нам смотреть Вроде как бы, да. Официальный сайт, но непонятно, откуда берется эта погода. Просто есть определенные условия, на которых основываются наши специалисты, да, делают прогноз, тем более они здесь знают нашу специфику нашей территории, там, где горы, где равнина, да, а вот эти автоматические датчики, они этого не знают, они могут иногда фиксировать только какую-то температуру, а на самом деле мы измеряем температуру ртутными термометрами, да, и спиртовыми термометрами, но условия должны быть 2 метра от земли. Да, резервуар термометра должен находиться на высоте 2 метра от земли. От земной поверхности, там, где измерения проводят. Да, в психометрической будке, которая ограждена от солнечного света, от других каких-то воздействий, да. Вот. И наши метеорологи каждые 3 часа производят наблюдения. Все, и на основании эти наблюдения передают синоптикам, считайте, по всей республике, да, эти данные к ним стекаются, и они уже смотрят и анализируют, и на основании вот этих данных они делают прогноз погоды в городе Якутске и по территории в целом.
можно задать вопрос, да? Такой, наверное, наболевший. Вот смотришь, вот как вот вы рассказывали, вот в телефонах там, да? Или вот по телевизору показывают, сегодня утром в Якутии или в Якутске, типа 45 градусов минус. Ну ты смотришь термометр, который у тебя на окне, у тебя там показывает минус 53, например. Как это можно понять? Ну, во-первых, Это что такое, да? Вот то, что он должен все-таки вот чем-то быть огороженным, да? 2 метра, это очень сильно Нет, влияет, да? да, конечно, нет. Условия, должны быть созданы специальные условия, при которых производится измерение. А то, что за окном, ну, на него много еще всяких воздействий. Это окна, там, тепло. Может быть, у тебя окно да, и сифонит. там они, такие бытовые термометры, не сертифицированы. Они иногда дают погрешность. Как раз вот примерно и плюс-минус 5 градусов. А у вас жестко, наверное, термопарами или как? С термометрами, А термометрами все-таки? да, мы измеряем термометры. А, да, не термопары? Нет, Нет, да? А, ну ладно, я почему-то думал, что термопары. Точнее, нет, да? нет. А, хорошо, ладно. Так. Но есть сейчас вот появился автоматический метеорологический комплекс. Он тоже как бы на помощь нашим специалистам. У него тоже есть свои датчики, но они все сертифицированы, они все проверены. И иногда мы сравниваем температуру показания, который сделал наш наблюдатель, да, и показания вот этого автоматического метеорологического комплекса. Они должны совпадать. То есть погрешности там тоже быть не должно. Не должно быть сильнее, да, получается? Ага. Слушайте, а вот вы же гидролог, да? Ну, то есть непосредственно про паводок и все прочее, уровень рек, Да. все прочее. Каким образом делаются прогнозы, ну, вот паводок будет или нет, и насколько они точно сбываются? Есть, наверняка-то есть какая-то тенденция там, да? Да, ну наблюдение? вот сейчас у нас такой месяц, март. Мы вот, кстати, завтра уже выпускаем предварительную консультацию о характере вскрытия в период весеннего половодья, да, на территории республики. Вот. Но также, опять же, специалисты-гидрологи сидят, смотрят, сравнивают года, аналоги, примерно смотрят по толщине льда, какие были уровни воды на этот период, там, да, в такие в определенные годы. Вот сейчас эту мы тенденцию проводим, делаем анализ, и в апреле, в середине апреля мы уже выпустим гидробюллетень номер 1, где мы обозначим, какие уровни нам ожидать. Да, и предполагаемые даты вскрытия рек. Да, и примерно дата вскрытия рек. Вот. Так что у нас еще как бы месяц есть впереди. Мы еще ждем, потому что в марте у нас, конечно, толщина льда еще будет прирастать, но не сильно. Но, по крайней мере, могу сейчас сказать то, что по рекам республики толщина льда сейчас на сегодняшний день, она преимущественно ниже нормы. Да? Но по отношению к прошлому году, да, то она немного выше. То есть от 5 до 40 сантиметров превышает прошлогодние показатели на текущий период. Вот, то есть паводок кого-то может затопить теоретически. Все будет ясно, знаете, когда в период вскрытия, какая будет погода. Тому. То есть, да, вот сейчас, если будет такая затяжная весна, ранняя и затяжная, то, в принципе, все потихонечку растает, и лед подготовится, и, в принципе, никаких тяжелых последствий быть не должно. Но если весна придет, скажем так, резко придет тепло, а у нас еще здесь не готово. Да, вешние воды пойдут, Да, с гор да, вода пойдет. Да. пойдет большой приток, лед еще у нас не подготовлен, он еще кристаллической такой формы, крепкий, да, монолит. И он поэтому, же потом потихоньку превращается вот в эту, да. да, в иголе становится Да, игольчатым игольчатый. перед вскрытием, поэтому он начинает легко Крошится ломаться, и да, крошится и ломаться. Больших людей не образуется. Ага. Да. Я как человек, который, ну, не гидролог, но каждую весну я провожу на охоте. И каждую весну я смотрю, и каждый год вроде как бы один и тот же лед, вроде иногда бывает толщина льда 2 метра, иногда метр, а бывает половодье. Ну, то есть мы тоже там Да, это все зависит. спасаемся. Еще какие вот снегозапасы по территории. Кстати, да. Вот сейчас можно сказать, что у нас по средней Лени и низовья реки Лена, также низовья реки Алдан, Амга, река Оленек, у нас там снегозапасы немного превышают норму. Да? Северо-восток – это Колыма, река Индигирка, а также верховья Яны, там снегозапасы, они в норме. То есть пока все в То есть, получается, вот эти факторы, да, толщина льда, снегозапасы. И плюс какие уровни воды сейчас на текущий момент. уровни воды и какая весна. Ну, Да. то есть все эти Эти факторы, какой-то- да, суммируются, анализируются. Какая-то формула, да?
Нет? Ну, в принципе, да. Надо, чтобы посмотреть, обратить внимание, сравнить, опять взять, какие года были, какая была погода. Да, все. Схожие года сравнить. Схожие года сравнить и примерно обстановку рассчитать. Дальнейшая обстановка уже будет регулироваться в процессе. Но мы тесно работаем, сотрудничаем с МЧС региональным, да? Вот. Также с ними делаем какой-то прогноз, обсуждаем ситуацию, особенно вот когда начинается весеннее половодье, по распоряжению правительства создаются у нас оперативные группы. Да? Оперативная группа номер 1 это Лена, опергруппа 2 это река Алдан, и опергруппа 5 и 6 это по реке Колома. И в каждой группе должен находиться специалист гидромедслужбы. Я уже который год езжу в оперативной группе номер 1, это Лена. То есть мы базируемся в городе Ленске. Ага, хорошо. Отслеживаем ледоход, продвижение ледохода, когда он заходит уже на территорию республики. Вот. И уже вместе с представителями МЧС, когда оцениваем обстановку, ожидаем, будет затор, не будет затор, смотрим, также анализируем температуру воздуха, какая температура ожидается, значит, если она ожидается минусовая, среднесуточная, то можно ожидать затор на реке, и рассчитываем, каким последствиям это может привести. И производим уже превентивные какие-то мероприятия. Но даже сейчас, вот в марте, кстати, ЛБВУ, да, Лена, регион Водхоз будут проводить превентивные мероприятия, будут производить мероприятия по уменьшению толщины льда. Это будет зачернение и распиловка. Ну, на тех участках, которые особо затороопасны. Да. Да, Который прогноз, что населенные пункты близко находятся. Да, что там так или иначе может образоваться затор, поэтому на этих участках производятся вот эти превентивные мероприятия. А вот ребята, которые по льду стреляют, бомбят, это кто? Ну, это уже другие люди. Это уже когда... Другая служба, да? Другая служба. Это уже ситуация, когда, ну, действительно, уже без взрывных работ не обойтись, когда уже угроза действительно... Но это не есть. ваша прерогатива. Нет. Вы даете данные, и на основе ваших данных, получается, они принимают решения. Да, Вы же но... говорите, что какие-то там комитеты создаются. Да, ну, по крайней мере, при планировании взрывных работ желательно бы, конечно, учитывать еще мнение гидромедслужбы. Потому что не всегда взрывные работы могут дать тот эффект, который хотелось бы ожидать. А вот так, да? Да. Вот. А насколько, вот я еще спрашивал вопрос, насколько высока вероятность того, что вы скажете, ну вот это село подтопит вообще конкретно, либо вот это не затопит. Ну, вообще, наверняка же ведется какая-то статистика. Ну, статистика ведется, конечно, но не факт, что просто этот населенный пункт может потопить. Река, ледоход, он не пойдет так, как мы хотим. То есть природа, она всегда сделает какой-то свой ход конем. Вот в прошлом году, да, если взять прошлый год, вроде бы все проходило нормально, никаких предпосылок не было к тому, что у нас могло затопить село вот Хоринцы, да, в Алекнинском районе. Это обжаривать, да, надо было вместе обжаривать. Давай. Ага. Вот. А мы уже улетели с опергруппой, а потом образовался затор и началось уже подтопление населенного пункта. Так уровни были достаточно невысокие особо. То есть, ну а потом вот так вот ситуация сложилась. Добавим? Все, складываем. Сейчас выкладываем. Ой, ее надо же было в соусе терияки. Вот сразу, да? Да, ее нет, помариновать надо было. Туда, маринуем. Или еще? Да. Сахар. И Семен хочет, по-моему, еще перца. Ну, чуть-чуть вот так добавим. Хорошо. Для вкуса. Перемешаем. Чуть-чуть Потом перчика. Да, совершенно верно. О, пойдет. И пусть оно А чеснок? помаринуется. Сюда тоже? Чеснок, да, сюда. Ага, вот он. Да, справа. хорошо, хорошо. Как хорошо Семен все подготовил. Можно подержать миску, а я Да. Да. с чеснок сброшу. Сейчас. Семен, вот, просит. Да. Еще немножко можно соуса сюда добавить.
Ну, мы смотрим, как люди работают. Сколько мы записали, кстати? 20? А, ну, 26. Ага, ну хорошо. Так, это вот получается курицу мы уже замариновали. Пусть она Вот постоит. сюда надо добавить. Сюда ничего не надо добавлять. Мы потом это все перемешаем с картошкой. Ага, а вот эти. Это кунжут мы потом уже бросим, когда будем выкладывать, мы бросим кунжут. Как посыпка, да? Это надо было, да, вот вместе с этим делать. Ну давай я вот сейчас Да? добавлю. Тут просто без соли, да. Хватит. Ну и карри еще можно сюда присыпать немножко. Сейчас у нас еще вот постоит, здесь помаринуется. Выкидываем курицу. Это мне, спасибо. Курица, она, так как мясо нежное, готовится быстро, так что это тоже минут 10 она будет готова. Да. Ну и вот так. Но вы следите, да, Вячеслав Да. Анатольевич? Да, минут 10, Ну, да, вы вот сейчас сказали. как? Нормально? Ну, до готовности так, да. В принципе, чтобы ничего, морковка, чтобы прожарилась еще, конечно. Картошка у нас стоит. Пусть она вот так постоит, обжарится, Да, схватится. Вячеслав Анатольевич, ну вы как человек, который, ну, все-таки вы в гидромедцентре работаете же, да? Очень много земных катаклизмов в последнее время, да? Ну, либо, может, мы век информации узнаем о нем. То землетрясение, то паводок, то все это. Как вы вообще все это расцениваете? Вообще их стало больше, либо это норма? Ну, в принципе, да, стало больше. Ну, так или иначе, даже видно, наверное, невооруженным глазом, что так или иначе климат все равно меняется. Даже у нас в Якутии немножко, даже зимы стали немножко теплее, да? Это уже Ну, да, заметно стало. Да. Но вот только иногда вот зима начинает что-то Чуть-чуть тебя покажет и себя все. покажет, да, вот как в этом году, Ну да, да. целый месяц у нас держались довольно-таки низкие температуры по всей территории республики. Но сейчас уже потихоньку мороз отступает, но пока еще северо-восток у нас держится во власти вот этого антициклона, и морозная погода там еще сохраняется. А вообще, как бы, у нас на территории в основном Западная Якутия, да, юго-запад, вот оттуда на эту территорию Якутии постоянно действуют вот эти циклоны, которые приходят к нам с Красноярского края, с Иркутской области. Вот сегодня я разговаривал с представителями Иркутской гидромедслужбы, они сказали тоже, что ждут в конце в конце декады этой и в начале тоже ждут один приход циклона, который потом к нам придет, это похолодание. Но сейчас вот к нам идет Пока не циклон. расслабляемся. Да, пока не расслабляемся. Сейчас к нам идет циклон с Красноярского края, но он принесет тепло, но принесет снег. Скоро снег. потеплеет. Да, скоро потеплеет. И Точнее, к выходу программы уже будет тепло. Конечно, А пока мы совершенно записываемся, верно. да? Ну, здорово. Ну, хоть, как говорится, утешили, да? Слушайте, может быть, это очень глупый вопрос, но у меня он все равно возник. Гидро – это вода. То есть вы измеряете уровни воды и все прочее. Да. А зимой что вы делаете? Отпуск? Зимой нет. Зимой гидрологи, которые у нас работают, есть гидронаблюдатели, которые на постах, которые находятся, Вы сказали, по-моему, 11, да, по-моему, есть? А у нас 11 гидрологических станций по территории республики. И есть гидронаблюдатели, они зимой измеряют также уровень воды. Да. Измеряют, раз в декаду сейчас замеряют толщину льда, высоту снега на льду. Вот. А эти данные тоже они предоставляют к нам в управление, в отдел гидропрогнозов, где специалисты сидят и анализируют эту ситуацию, как будет развиваться событие дальше. Вот. Так что специалисты, которые работают именно на станциях, да, они ведут обработку этих материалов уже в автоматизированном режиме, заносят их на компьютер и потом пересылают нам, составляют ежегодник, составляют таблицы всяких вот этих уровней, температуру воды. Кстати, вот еще летом у нас уже наблюдатели еще измеряют температуру воды. Вот. И на основании тоже летом. Вот когда появится вода на льду,
у нас наши наблюдатели приступают к измерениям температуры воды. И они измеряют до тех пор, пока не установится ледостав. И тоже вот, по их данным мы потом уже начинаем прогнозировать, особенно когда установится на постах, ожидается установление ледостава или появление ледовых явлений осенью. Когда температура уже начинает, естественно, осенью понижаться, да, температура воды, и мы уже тоже производим анализ, да, уже, наверное, готово. Солью. И мы можем сделать анализ и сделать прогноз образования, ледообразования на реках республики. Это уже будет гидрологический бюллетень номер 2. А если вы его выпускаете, вы же федеральная структура, вы работаете на коммерческой основе с другими какими-то Да. предприятиями, то есть они берут у вас сводки и все Да, прочее? конечно. Либо это все бесплатно, как Нет. населению показали все? Нет, нет, это не бесплатно. Это, да. это информация платная. Ага. Специализированная информация, она платная. Мы бесплатно информацию предоставляем в режиме ЧС. Мгм. Ну, допустим, предупреждаете и все, ну вот основные. Нет, вот когда, да, мы можем предупредить, сказать, спрогнозировать что-то, но когда уже отметки вот и опасного явления, тот же опасный уровень, да, когда уже угроза затопления, уже объявлена ЧС, тогда мы информацию предоставляем уже бесплатно. Уже бесплатно, да. В период ЧС. То есть вы с какими структурами работаете, получается? Ну, к нам обращаются, к нам еще обращаются, нет, не надо больше. К нам обращаются разные структуры. Тот же вот ЛБВУ, Ленское бассейновое водное управление, да, Лена регион водхоз, какие-то строительные компании, потому что им тоже надо когда-нибудь сейчас строить дома где-то, да. Ну свои грузы увезти вовремя. и всё прочее, Да, грузы, лорп у нас, хорошо. Лорп, потому что мы им даем сведения об уровнях воды, чтобы могли сюда проходить, да. Они передают это своим экипажам, ну вот информацию покупают у нас. Вот сейчас контракт должен заключить уже с республикой через службу спасения на получение информации. Даже донесение иногда делаем главе республики. Это входит все в план. Ну, то есть в план ваших работ. В да, план получается? наших работ, да. Ну, я вот был у вас в офисе, да, довольно такое большое здание, ну, не маленькое, скажем так. А сколько народу вообще работает? В общей сложности сейчас у нас где-то порядка около 1200 человек по всей территории По республики. всей территории, да? Включая тоже наш Тиксинский филиал, который находится в Тиксине. Метеорологи. Ну да, там разные специалисты. Ага. Гидрологи, метеорологи, аэрологи, аэрологи, да, синоптики. Синоптики, совершенно верно. А еще кто? Ну, гидронаблюдатели, механики есть, потому что у нас на некоторых станциях стоят дизеля, там есть механики. На каких-то станциях даже есть у нас штатные повара, на полярных станциях в Ну основном. да, конечно, да. Дизелисты, да. Так что там, Добавляем сюда, да? да, перемешиваем. Ага. Совершенно верно. И дальше что делается у нас тут? Дальше уже это потом можно выкладывать на тарелочку, а это вот ложится уже отдельно, рядышком, ну, на блюдце. Ну, это получается гарнирчик и Да. курочка. Да, да, да. Ну, по-моему, очень аппетитно получается. Очень, прям Ну, очень. запахи, да, очень. Аж уже слюнки текут. Да. Ну, хорошо. Про работу мы проговорили. Давайте сейчас дождемся, пока это все немножко подостынет. Да. Семен, наверное, нам красиво все засервирует. Да? Да. Передача наша потихоньку подходит к концу. Как ваша семья отдыхает? Как вы сами отдыхаете? Какие у вас увлечения? Расскажите немножко. Я, скажем так, наверное, человек, который не умеет отдыхать. Вот если честно, меня прозвали трудоголиком, поэтому я все время думаю о работе. В отпуске я думаю о работе. Бывает и такое. Ну, когда вот я работал в Чернышевске, станция у нас там есть гидрологическая станция в Чернышевске, выезжал в отпуск. И мне даже наблюдатели, которые у нас работали в тайге через радиооператора, передавали там: Вячеслав Анатольевич, там, посмотрите нам там какие-то там кассеты, диски, может какие-то купить там приборы, там что-то, ну, фонарики те же самые, да, они просто просят. И я в отпуске бегал и искал людям, что они просили. То есть, и вот когда работал даже начальником в Ленске, тоже когда открылась у нас новая станция с 1 января 2015 года, и меня назначили как бы туда начальником, первым начальником. Я там проработал 3,5 года, и вот там можно сказать, что я работал все 365 дней в году.
В отпуск не уходили? Нет, почему? В отпуск я уходил. Уходил, но все равно работал? Да, нет, я отзывался, бывало, когда, уходил в основном летом, потому что там было отопление газовое, и плюс еще вода была со скважины, поэтому надо всегда было что-то за этим смотреть, а на станции у меня были только, одни женщины. Поэтому в летний период отопления нет, им уже попроще, вода была. Вот так. А я зимой постоянно контролировал, как у меня работали газовые котлы. Я в выходные приходил каждый день. Там у меня бывало зимой заметало двор, когда идет снег, да, и я приходил в выходные и откапывал, потому что в ворота просто было не зайти. Ну да, метели. Да, вот так я проводил свои выходные. Отпуска, да? Да, в этом году у меня летом отпуск, мы с супругой, с детьми решили, проехаться, наверное, по Алтайскому краю. Там есть родственники, но я тоже думаю, что меня хватит, может быть, на месяц. Все. Да. То есть вы настолько любите свою работу, что не происходит никакого выгорания? Я люблю свою работу, да, это правда. Это похвально. Это похвально и круто. Говорят же, найдите занятие по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Сплю я мало, как только... Золотой человек, да, Семен? Просыпаешься, сразу думаешь. Каждому ваше трудолюбие, вашим начальством, наверное, не нахвалится. Я знаю, у вас еще и правительственные награды всевозможные есть, да? Знаки. Да. Вас отмечали наверняка за это. В 2022 году, в прошлом, да, меня отметил глава республики в Батагае, когда было наводнение, да, этот дождевой паводок. Он приехал со своей правительственной комиссией, облетал населенные пункты, которые были затоплены, и потом в администрации Верхоянского района в поселке Батагай, уже он давал свое заключение, и в конце он поблагодарил, сказал, хотелось бы еще, конечно, поблагодарить гидромедслужбу, которая вовремя мы предоставили прогноз и объявили о том, что ожидается большая вода, скажем так, да, что угроза наводнения, что будут потоплены населенные пункты, в связи с чем МЧС и все приняли... Просим принять меры. Да, приняли превентивные мероприятия, чтобы снизить ущерб. И как он сказал, говорит, хотелось бы наградить не в честь юбилея, как обычно бывает, а просто за работу, да, и вручил мне памятный знак, удостоверение 100-летия Республики За то, что Саха-Якутия. просто хорошо сделали свою работу, справились. Да, скорее всего круто. так. А до этого также был отмечен МЧС России, тоже дали медаль 30 лет МЧС России и почетная грамота от МЧС России тоже имеется. Сейчас уже тот момент, когда нужно так делать, да. Просто у нас бывают девушки, иногда начинаешь так делать, думаешь, что это также, некрасиво. кроме этих наград, был отмечен неоднократно благодарственными письмами глав администрации, да, также в прошлом году мне от главы администрации Верхоянского района тоже дали благодарственное письмо, и неоднократно получал почетную грамоту. Нет, за то, что просто вы хорошо выполняете свою работу. Совершенно верно. Это вообще круто, да, молодец. Настало хорошее время. Настало очень, такое время, когда Семен нам засервирует, и мы наконец-то попробуем. Да. У меня бывает такой вопрос, который я всегда задаю, вам, наверное, скорее всего, не буду задавать. Кем вы видите себя через 5, через 10 лет, через ваши мечты? Скорее всего, вы также, если вам нравится работа, вы будете тут же работать, да? Или как все-таки? Я думаю, что я буду также работать в гидромедслужбе. Можно даже сказать, что я больше ничего не умею. Как? Больше ничего не умею, как работать... Готовить? Как работать в гидромедслужбе. Да, может быть, посмотрим, как будет двигаться. Может быть, какой-то карьерный рост будет. Может, также буду работать, но я буду всецело отдаваться своей работе. Если не заметить нас всех роботы. Может быть. В наших условиях вряд ли. Да? На наших условиях вряд ли, да. И еще мы можем кунжутом посыпать. Да, обязательно. Ой, красота. И кунжутик, да? Да, кунжутом посыпать курицу. Курицу? Он сказал курицу. Ну что, покажем на камеру, что у нас получилось. А еще и зелени. Зеленью это... красиво. Да. Такие разные цвета, много цветов. Это... поставим. Да. Покажем. Сюда видно, да? Все получилось очень красочно смотрится. Да, красочно. Что, смотрите, как нам все красиво сделал Семен.
Да, Вячеслав Анатольевич, я думаю, что просто вкусно вот у нас получилось. Просто по виду, по запаху ощущается, что у нас красиво. Давайте. Пробуем. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Пробуем. Приятного аппетита. Курочка терияки. Ну, божественно. Я просто, согласен с вашими детьми. Готовите вы и делаете. Ну, просто вкусно. реально просто вкусно. Да. Стоять, жевать и кушать можно бесконечно. К сожалению, наша передача потихоньку подходит к концу. Вячеслав Анатольевич, я знаю, и вы тоже знаете, наша передача как раз снимается накануне вашего профессионального праздника, День метеоролога же, да, тем более еще и всемирный. Да, и поэтому еще раз я вас хочу поздравить с вашим праздником. Да, и у нас такая добрая традиция есть, пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, пожелать нашим жителям нашей республики хотелось бы тоже хорошей погоды, чтобы они обращались только к официальным источникам информации. Вот. Мы никогда никому ни в чем не отказываем. Приходите, мы расскажем, покажем и все расскажем, как наша работа состоит, из чего наша работа состоит. И мы рады всем, кто к нам придет. Милости просим. Да. А еще раз повторю, что у нас сегодня был в гостях замначальника Якутского гидромедцентра Вячеслав Анатольевич Шахиров. Вячеслав Анатольевич, еще раз спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам, что пригласили. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов, я Петр Цепандин, программа «Просто вкусно». На этом мы с вами, друзья, потихоньку прощаемся. Будьте здоровы и кушайте всегда Просто и вкусно. А мы... Продолжаем? Да, вкусно. Продолжаем. Нет, действительно хорошо получилось. Острота еще, вот вы перчики добавили. Да, перчик, и он там бах.